Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин. И я поздравляю с юбилеем Якутский водоканал. Ему исполнилось 85 лет. И традиционный ледовый забег Кубка водоканала прошел под эгидой юбилея. Седьмой по счету, ледовый забег Кубок водоканала состоялся в акватории 202-го микрорайона столицы Якутии. В этом году ледовый забег посвящен 85-летию Якутского водоканала. В этом году в честь 85-летия нашего родного водоканала, с чем поздравляю всех наших якутян. К нашему удивлению, 600 слетов закончилось буквально за неделю. Людей, которые занимаются своим здоровьем, спортом, становится больше и больше. А здоровая нация – это здоровая Россия. Участников забега поздравили мэр города Якутска Евгений Григорьев и первый замминистра по физической культуре и спорту Якутии Гаврил Махначевский. Водоканал становится мотиватором массового спорта и корпоративного спорта нашей республики. В связи с этим хочу поздравить и вручить Анатолию Андреевичу наше поздравление от имени Министерства спорта. Кубок объединил более 600 якутян со всей Якутии. Возраст любителей бега не ограничен. На Кубок водоканала приезжают специально, чтобы открыть беговой сезон и попробовать свои силы. В водоканале первый раз, потому что зимой никогда еще не бегали. Ну и весной, то есть. Сейчас у нас две девочки бежат. Татинский лицей. 7 класс и 9 класс. Ура! Приехали из Намсов участвовать 10 человек. Маленький такой бегоклуб, намские газовики. Ну это, конечно, открытие сезона. Потом водоканальцы, конечно, поздравляют с юбилеем. Кубка водоканала! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! 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 В этом году я прям поражен, потому что я только вот сегодня увидел всю площадку, которая организована, и прям, ну, я не был на больших забегах типа московского и так далее, я думаю, уровню уже соответствует, ну, как бы не меньше. Привет подаю будущему поколению. Мне 68 лет. Поздравляю водоканал с юбилейной датой 85 лет! Вот эти веера символизируют как водоканал, вода, и поэтому все воплотило в одном образе. Дистанции забегов Кубка водоканала 3,9 километров и полумарафон на 21 километр. Все участники ледового забега получили на финише специальные медали, а победители ценные призы и кубки от Якутского водоканала. Поздравляю всех жителей города, работников водоканала, ветеранов водоканала, руководства, всех причастных к жилищно-коммунальному хозяйству с юбилеем, с 85-летием АО «Водоканал». В заключение спортивного праздника бега состоялась эстафета среди организаций. Команда водоканала одержала победу. Прекрасный подарок к 85-летнему юбилею. В рамках Всероссийской космической недели в столице Якутии прошли 5-е королевские чтения. В нем приняло участие более 1200 участников и слушателей. Наша программа встретилась с членом жюри 5-х королевских чтений, героем России, летчиком-космонавтом Андреем Борисенко. И в нашей студии герой России Андрей Борисенко. Вы, оказывается, как летчик-космонавт к этому стремились всю жизнь. Даже в школе. Насколько помогло в вашей жизни вот это стремление стать летчиком-космонавтом? В клуб космонавтики я пришел уже, юношеский клуб космонавтики, мне Герман Степанович Титова, я уже пришел в достаточно зрелом, в смысле школьном зрелом возрасте, это был мой 8 класс. Ну а тогда как желание стать космонавтом было гораздо раньше возникло. Я ходил во 2 класс, и было мне всего-навсего 9 лет. Поэтому, вот, участвуя, возвращаясь к чтениям имени Сергея Павловича Королева, который мы уже закончили, я могу сказать, что вот глядя в зал и видя ребят, которые находятся в зале, я вспоминал себя и понимал, что очень может быть, что вот среди тех ребят с горящими глазами, кого мы награждали, вполне возможно, что здесь есть и будущие космонавты, которые будут летать к звездам. В юношеском клубе вы чем занимались? Клуб все-таки был направлен в первую очередь на учебную работу, на подачу знаний, причем специфических знаний, которые в школах на самом деле никогда не давали. Там
У нас была двухгодичная система обучения, и нам читали историю развития космонавтики, мировой космонавтики, не только советской космонавтики. У нас была астрономия, была астрофизика как предмет, теория полета, аэродинамика. Мне было очень интересно, потому что многие знания, которые я получал во время вот этих лекций в клубе, я благополучно приносил в школу. Там их делился со своими одноклассниками, и в том числе использовал даже в ответах у школьной доски, когда спрашивали какое-либо задание. И я могу сказать, что это было и интересно, и я чувствовал себя более уверенно при изучении школьной программы тоже. И вот вы стали летчиком-космонавтом. Понимаю, детская мечта, она как бы исполняется, но тем не менее, с возрастом ты понимаешь, что насколько это... Она может модифицироваться, насколько это сложно. Да. Это действительно было сложно, очень сложно. И оглядываясь назад, я понимаю, что я считал себя человеком везучим и не напрасно считал. Вообще профессия космонавта это ведь не просто профессия, опять же на сегодняшний день, это стиль жизни. Каждодневная готовность и понимание, что то, что ты делаешь при подготовке, ты должен делать изо всех сил и максимально хорошо, насколько это возможно. Отбора в отряд космонавтов, момент отбора до выполнения первого космического полета проходит порядка 5, 6, 7 лет. Это вот то время, которое требуется для подготовки профессионального космонавта. И вот ты и эти 5, 6, 7 лет живешь с полной нагрузкой, с полной отдачей, но выполнив свой полет и вернувшись назад, ты попадаешь в точно такое же состояние вечного студента, который был и до первого полета. Тебе опять нужно сдавать определенное количество зачетов, экзаменов, и сдавать не формально для галочки, а это действительно настоящая учеба, настоящие экзамены, очень, очень серьезные. Поэтому это одна из особенностей. Андрей Иванович так спокойно говорит, но первая экспедиция была 164 дня и 5 часов, вторая 173 дня и 3 часа. Привет, земляне! Вас приветствует экипаж 28-й экспедиции на МКС в составе командира экипажа Андрея Борисенко и борт-инженера Александра Самокутяева. Вот эта часть, это бытовая часть служебного модуля. Знаете, как в обычной московской малогабаритной квартире. Как в кухне. Здесь у нас все. Здесь у нас и обеденная зона, где мы кушаем, подогреваем пищу. Вот каюты, где мы отдыхаем. У каждого члена экипажа есть вот такая небольшая своя комнатка. Ни у кого в мире нет такого велосипеда с таким чудесным видом. Вы помните, что советский космонавт, врач Валерий Поляков пробыл в космосе 1,5 года в одном полете, без перерыва. И после нашего возвращения и я, и Александр составим подробнейшие отчеты о нашей экспедиции, обо всех наших ощущениях во время нашего полугодового полета. И эти отчеты, мы надеемся, это тоже внесет свой вклад в будущие межпланетные полеты. Именно вот это чувство невесомости и есть стремление в космос. Ну, на самом деле, чувство невесомости – это одно из, наверное, компонентов космического полета, к которым тоже человек стремится. Потому что, конечно, это совершенно другие ощущения, совершенно другая среда. Можно сказать, что совершенно другой мир, в котором те же самые законы физики, которые работают на Земле, там не работают или работают по-другому. И космос это же не только, так скажем, чувство полета, невесомости, это все-таки научная работа. И вот здесь вот королевские чтения, они, наверное, все-таки, вот, ребята спрашивают, насколько вам это помогает? Королевские чтения – это работа на будущее наших детей, для некоторых уже наших внуков. Ведь то, какой интерес к чему мы сможем зажечь в ребятах, в какую сторону направим их профессиональную траекторию, как сейчас любят говорить, чем они будут увлекаться, от этого будет зависеть и будущая жизнь на Земле, в нашей стране. Для того, чтобы им привить вот интерес к настоящей жизни,
Для этого и существуют в том числе такие чтения. А почему Якутия? Все-таки страна большая, и вы уже второй раз у нас. Мне очень приятно приезжать сюда, вот уже второй раз я приезжаю, у меня очень хорошие остаются воспоминания о вашей земле. И в первую очередь, наверное, вот из-за людей, которые здесь живут. Потому что люди — это все-таки, наверное, основное богатство всегда и везде. Чтения, которые проводятся вот у нас здесь, они очень разноплановые. И, как правило, чтение имеет узконаправленную деятельность, там, космическая техника, космическая биология и так далее. А здесь более широкий спектр. Это в Якутии, это именно это фишка Якутии. Это только в Якутии, только да, в Якутии. И на чтениях мы говорим не только о науке и технике, мы говорим и о литературе, и о живописи, поэтому и в рамках чтений возникли и конкурс рисунков ребят, и литературный конкурс, и много чего другого. Поэтому я думаю, что это очень интересный формат, и вполне возможно, что в данном случае Якутия является первопроходцем такого формата. И я не исключаю, что это будет тиражироваться в других регионах. Очень уж удачная получается конфигурация. Хотелось бы попросить, как участник 2 международных экспедиций и уже как опытного летчика, космонавта, да, что можно пожелать? Идти к своей мечте, которая есть у каждого человека. Это мое любимое пожелание. И я искренне желаю, несмотря на трудности, которых взрослые, которые видят больше, ребята, может быть, о них даже не задумываются, но несмотря на эти трудности, идти вперед потихонечку к своей мечте, делая небольшой шаг каждый день. Тогда мечта будет достигнута. Наша программа объявляет сбор средств на строительство памятника Галины Александровны Шелковниковой и ее сыну Роберту Лабидасу. Путем реализации книги Галины Александровны «Землю Аланхо рисуют дети». Данную книгу можно приобрести в магазине исторического парка «Россия. Моя история». Стоимость книги всего 600 рублей. Данные средства пойдут именно на строительство памятников этим людям, которые немало сделали для нашей Якутии. Смотрите нашу телепрограмму на телеканале «Россия-24» каждую неделю в четверг в обед в 1:15 и в воскресенье 19:40. С вами был Олег Желнин. До скорой встречи!